Ильназ, Гузель, расскажи, пожалуйста, вот что ожидает ваших поклонников в 2019 году? Ну, концерты мы обязательно сделаем. Ежегодно? Да, ежегодно концерты будем делать и в Казани, и в других регионах, и в других районах, скажем, по республике тоже. Мы в том году сняли на новую песню «Паралма», новый клип, музыку я написал, да, а слова Ильшат Харисов. Ну что ж, Дуслар, премьера песни «Паралма» в исполнении Ильназа Баха и Гузели Идрисовой. А я все это пока уберу в морозилочку. Yazda şeşekke kumele alma ağaç bahçeleri Kızarıklı olanıp da Ülgüre almaları Paralmadı paralmadı yeşil suyunu Mehbet bahçelerinde da suyuna satırını С Новым годом, дорогие друзья! Яңайлар белән дуслар! Это программа «Секреты татарской кухни». И сегодня у нас замечательная, талантливая и, я думаю, одна из самых популярных семей нашей республики. Каршаловец, Гузель Идрисова, Ильназ Бах! Яңайлар белән, дуслар, яңайлар белән. Давай, Гузель, рассказывай, что принесли нам на Новый год. Мы пришли со своими подарками, творческими подарками. Это наши диски с нашими песнями. Артисттардан нәрсе аласың инде Руслан дискіда. Только диски, да? Диски. И даже DVD. А это Даже чай, Ахмед. новогодний чай и варенье фейхоа, который я вчера только приготовила. И календарь. На 2000. 18-й. 2003. Бигзур Ахмед! Большое спасибо за ваши подарки. Ну, я думаю, мы прямо сейчас уже и начнем готовить новогодний стол очередной. Ильназ Бах, автор-исполнитель, заслуженный артист Республики Татарстан. С 2008 года Ильназ Багавиев начал сольную карьеру со сценическим псевдонимом Ильназ Бах и стал многократным лауреатом Международного фестиваля татарской песни «Татар-жиры», премии ТМТВ, национальной музыкальной премии «Болгар Радиосы». Гузель Идрисова, певица. 7 лет проработала вокалисткой в группе заслуженной артистки Республики Татарстан Гульдани Хайруллиной, а затем в творческой группе народного артиста Республики Татарстан Рустема Закирова, где и познакомилась с Ильназом. Их встреча стала началом успешного семейного и творческого союза. Гузель, ты у нас сегодня главная хозяйка на этой кухне. Рассказывай, что мы можем с Ильназом тебе сегодня, как помочь и что будем готовить. Сегодня мы будем готовить 3 блюда. Это десерт, хрустящий торт без выпечки. Причем все 3 блюда из всех ингредиентов, которые есть у всех дома. Не надо бежать в магазин. Значит, хрустящий торт без выпечки у нас будет, который любят и взрослые, и дети. Потом мы сделаем салат, грибная полянка. И сделаем на первое. У нас будет куриная грудка с волшебными кармашками. Ну что ж, мы начинаем готовить 3 замечательных блюда. Итак, Так, я чем могу начинаю, помочь? значит, с десерта, потому что его надо убрать в холодильник, подождать часик, Мне чтобы что- она остыла. мне что Ты, за кого Руслан, зарядить? займись яйцами, Ага, почисти и почистить? накроши. Хорошо. Так, мне кого? Ты займись вот картошкой и морковкой. Можешь Ильназ, а ты пока кубиками, придумай песню. кубиками мелко Бисмиллахи надо рахмани накрошить. рахим. Гузель, скажи, пожалуйста, что за оригинальный такой рецепт нашего десерта? Он не то что оригинал, он очень простой. Он готовится за 15 минут. Нам для этого понадобится размягченное сливочное масло. Угу. Ну, будем делать, наверное, из половины пачки. Хорошо. И сгущенное Маленькими квадратиками? молоко. Да, маленькими. Мелко желательно. Мелко. Какие еще ингредиенты сразу перечисли? Так, ингредиенты. Шоколадные шарики, сухой завтрак. Мне кажется, у любого человека, у кого есть дома дети, эти шарики есть. Они иногда лежат бесхозные. Вот в этом тортике они как раз очень хорошо Нам пригодятся. используются. Да. И орешки нам нужны. Можно ассорти орешков. А можно прямо сейчас посмотреть на Ильназа, как он нервно режет картошку. Скажи вот честно, вот всем поклонникам Ильназа Баха и своим, часто готовит Ильназ дома или вообще никогда? Но Помогает на кухне? помогает. Если дать какое-то ему задание, он очень хорошо помогает, очень хорошо с этим справляется, особенно в разделке мяса. Хорошо, Ильназ, расскажи, вот 31 декабря, во-первых, где отмечали Новый год, да? И что было на столе вкусного? Новый год мы отмечали с друзьями.
дома. Самое вкусное блюдо конечно, салат. Я люблю сам шубу. Ага. Вот. И специально для меня только приготовили шубу. Эксклюзивную. Эксклюзивно, да. Акос. Еще я люблю дакос. Потроха, акос. Ну а рецепт вот приготовления гуся расскажи нашим зрителям, Гузель. Замачиваешь его в холодной воде, соленой, очень сильно соленой воде. Сутки держишь в ведре. Делаем маринад для гуся, обмазываем. Это аджика, чеснок, травы. И потом начиняем его яблоками с черносливом. Мы любим. И в рукав. На И 3-4 все, на 3 часа, да. и гусь вообще готов. красота. Ну какие песни поете в новогоднюю ночь, Ильназ? Гузель. Алмагашлары начинается. То есть с этого начинается все? Да, и алмагашлар заканчиваем. Нет, заканчивается Алла Англа и Регина, ну это да, более такая романтичная песня. Что споем сейчас, Ильназ? Вот прямо сейчас. И у меня есть для этого песня. Именно «Яры әлсин бар туғаным, яры әлсин бар братым» деп айтып. Поет Ильназ Бах, слушает Гузель и Руслан. Сені меніме туғаным, мен сенің туғаным. Біз туғаннар бір өкен әсілден. Сен атарда көңіл, сенің білән жеңіл. Туған болғаш, рахат яшәргә. Яры әлі сен бар, яры әлі мен бар. Ни хәл туғаным деп дәшәргә. Uzak görüşmesek, haller bilişmesek, yürek erini bilmimin işlerge. Yarı yelisin var, yarı yelimin var, nihal bıraktım deyip deşerge. Uzak görüşmesek, haller bilişmesek, yürek erini bilmimin işlerge. Еще раз всем нашим родственникам, біздің туғаннарға зор сәлем, ялайлар білән! Гузель, расскажи, что у нас с десертом происходит? Я взбила масло и сгущенку, теперь добавляю вот сухой завтрак. Самый основной наш ингредиент. Да, и орешки. Оставляю еще на украшение немножко. Орешки можно любые, и грецкие орехи, Да, арахис. Да, можно любые. Главное, чтобы они были не сильно крупные. Так. И это все смешиваем и начинаем потом трамбовать в форму. Ильназ, кстати, ты же многие песни сам пишешь. Вот песню, которую только что исполнил, это твои слова музыка? Алигна, да, которая я исполнил песню, это музыка моя, а слова бабаи, можно сказать, который на сегодняшний день жив-здоров, живет в набережной Челнок, Гали Ахмад Шаки. И, наверное, нас смотрит сейчас. Может быть, даже смотрит, Да. что он говорит, ему огромный Салям. привет, Гали Ахмад Салям. Ямаевля. Да, вот, большинство песней я исполняю свои, можно сказать, и со своими песнями я уже много раз стал лауреатом Татар Жиры, Милли музыкальной премии Булгарадисы. В том году, в конце года, мне дали звание заслуженный артист. Это, конечно, я хотел лично объявить, Ильназ, да чуть позже. Опередил. День рождения, к юбилею 30-летнего получил заслуженного. Следующий юбилей 50-го, Лабережный народный. Мне нужна форма. Так, вот такую форму для запекания мы сегодня используем. Мы утрамбовываем нашу получившуюся смесь. Сколько мы все это держим в морозильнике? 3 часа где-то должно это застыть. И потом можно смело пить чай. Употреблять. Пробовать, да. Ильназ, Гузель, расскажи, пожалуйста, вот что ожидает ваших поклонников в 2019 году? Какие-то грандиозные проекты, концерты, что-то интересное будет? Ну, концерты мы обязательно сделаем. Ежегодно? Да, ежегодно концерты будем делать и в Казани, и в других регионах, и в других районах, скажем, по республике тоже. Мы в том году сняли на новую песню «Паралма», новый клип. И в этом году вот мы именно хотим с этим новым клипом показаться народу. Музыку я написал, да, а слова Ильшат Харисов. Ну что ж, Дуслар, премьера песни «Паралма» в исполнении Ильназа Баха и Гузели Идрисовой. А я все это пока уберу в морозилочку. Yazda şeşekke kumele almağaç bakşaları. Kızarıklar olanıp da Ülgüre almaları. Paralmadı paralma.
yaşayan suyunu, mehabbet bahçelerinde suyuna satırını. Paralma paralma, yaşayan suyunu, hey mehabbet bahçelerinde suyuna satırını. Mehabbet bahçelerinde suyuna satırını. Хрустящий торт без выпечки. Размягченное сливочное масло взбили миксером до однородности. Затем небольшими порциями ввели сгущенное молоко. Получившийся густой крем добавили орехи и шоколадные шарики. Перемешали, выложили в форму и отправили в холодильник на 3-4 часа. Дорогие телезрители, это программа «Секреты татарской кухни». После небольшой паузы мы продолжаем готовить 3 замечательных блюда вместе с этой прекрасной парой Ильназ Бах, Гузаль Идрисова. Салям еще раз, салям! Очень музыкально и интересно прошла первая часть программы. Ну а сейчас, Гузаль, рассказывай, что мы делаем дальше. Так, я продолжаю делать основное блюдо. Угу. Ильназ Продолжать делать вид, что он любит готовить. крошит морковь для салата мелко, кубиками также. Ага. А Син, Руслан, мне помоги. Вот для основного блюда мне нужно в кармашке начинять начинку. Для этого мне надо покрошить помидоры, Помидорку. половинка перчика, Хочешь лук. помидорку? Лук сколько хватит? 1? Да. Очень Так, мелко. все это должно быть. мелко-мелко. Да-да-да, и Это- зелень. С этим я справлюсь. Кстати, в первой части мы еще и приготовили очень вкусный десерт, который находится у нас сейчас в холодильнике. И в конце программы он тоже будет на столе. Ну, бисмилляхи-рахмани-рахим, продолжаем. Продолжаем. Я сейчас замариную грудку. Пока мы готовим начинку, пускай она маринуется. Посыпаем сушеным базиликом. Соль, перец. И То есть вот эти вот надрезики, как кармашки, получается, которые мы будем фаршировать, да? Да, фаршируем. Достаточно сочное мясо получается, вкусное. И главное, правильное питание, не жирненькое. Можно всем, и диабетикам, и худеющим. Об этом ли думают сейчас жители Татарстана в эти новогодние праздники, Гузаль? Руслан, поверь мне, думают об этом 50% людей. Сейчас так это стало модно. Ильназ, как тебе удается быть таким стройным, при том, что так вкусно готовит твоя жена? Ходишь на фитнес? Сейчас же модно, все артисты ходят на фитнес. Фитнесом не занимаются, брат, но со штангой У меня 3 фотографируются. фитнеса дома. Это 3 сына? Да, мы с ними каждый день, скажем, на горках, на санках катаемся, потому что без меня недалеко горка. Лес. Да. Ноксинский лес. Ноксинский лес и Ноксинский парк скоро будет, Аллах. Вот мы там на горках катаемся. Вот весь фитнес там. Что мы делаем дальше по блюдам? Расскажи. По блюдам. В основном блюдо вот сделали мне подушку из картофеля, потому что это не совсем ППшное блюдо, вот низ, Ага. но мужчины так любят. И вообще в татарских блюдах же в основном картошка и мясо Без сочетается. баранги вообще не Вообще, да, невозможно никак. представить. Да, у нас тоже баранга. Это основное блюдо. Ати. В Тукаевском районе сажают очень много картошки. Это издавна осталось, их 10 детей в семье. Самый последний. А папа у нас самый топчек, самый 10-й. младшенький. У них жизненная кредо – это эш. Самое Эш, главное – работа, эш. работа, Самая работа. главная работа, да. И поэтому сажают очень-очень много картофеля. С рождением каждого сына он еще увеличивает поле, потому что это еще один родился. Мы вместе ездим это убирать. Поэтому мы очень любим картошку. На первый слой мы ложим картошку, на второй ложим помидоры. Помидоры нарезаем кольцами. И у нас это тебе задание. Такими колечками, как картошка, чтобы мы покрыли ее. Можно тонкими-тонкими тоже. Гузель, откуда вообще вот эти рецепты сегодняшние? Это твои старые рецепты или ты так готовила, что-то новенькое нашла? Вообще, с рождением детей мои все рецепты должны быть очень быстрыми. Потому что у них Свежими, нет времени. Да, быстрые. свежие, быстро, чтобы все было. И главное, полезно детям. Поэтому я использую как минимум специй. И Максимум главное- баранги. Потому что ну, куда его девать, да? Прокормить, да, как детей. 4 мужчины же у меня дома. Так, Руслан, сейчас вот в эту миску складывай. Перемешать, да? Да, перемешай и накроши петрушку. Хорошо. Потом мы это будем делать начинку с майонезом, со сметаной. Так, помидоры, значит, укладываем на картошку. Делаем слой. Вот так вот. Второй слой помидорки, затем что Да. будет? Затем у нас будет уже курица с кармашками начиненными,
твоей начинкой. То есть это у нас такая как бы площадка для всего этого. Да. Для начинки нам нужно будет, значит, покрошить теперь Так, петрушечку чуть-чуть, да? петрушку, а потом Так. Ильнас трет А сыр. Ильнас уже догадался и Догадался, да. начинает. Трет сыр на крупной терке. Он его сначала, кстати, ел, а потом только тереть начал. Всегда так Попробовал делаю. на вкус. Так, добавляем петрушку. Сейчас сыр положим и перемешиваем со сметаной И сметану, и майонез, да? Да, по ложечке положи. Мгм. Я пока делаю надрезы на курице нашей, на грудке. Так. Очень красивое блюдо, я так скажу, у нас получается вот с виду. Надеюсь, Гузаль, оно будет еще и вкусным. Да, надеюсь. Если Ильнас не съест Надеюсь. весь сыр, конечно, сейчас. Можно Может, чуть еще? посолить. Так, немножко соль, Ахмед. Все достаточно. Сейчас самое интересное начинается. Да. Я сыр. Так, давай сама, Гузаль, чтобы... Подожди, Потом давай сюда сыр. положим. Нет, потом тоже и так. Так, добавили немножко сыра в начинку. И теперь все это добавляем, начиняем наши грудки. Так. Так, аккуратно утрамбовываем. Можно посильнее, потому что она подсядет. Сколько готовится в духовке это блюдо? Минут 40. Руслан, а ты сам как встретил Новый год с семьей? Как Ну, без я семьи, работал. с женой, без Не жены? буду говорить где, Ильнас, но Да? Шляден. Шляден, да? Шляден, да. И молодец, вот зато молодец. сейчас все эти дни проводим дома с детьми, так же, как и ты, вот Каникулы. ходили в лес, Каникулы. на лыжах, на горках. Ну и сейчас финальный момент. Все это Ильнас бисмилляй так красиво посыпает тертым сыром. Хватит? Ох, наше замечательное красивое блюдо мы отправляем сейчас в духовочку при температуре 180 градусов, Да. примерно на минут 40-45, и будем доделывать салат. Фаршированные куриные грудки. Для начинки помидоры, сладкий перец и репчатый лук нарезали кубиками. Добавили измельченную зелень, тертый сыр, сметану, майонез, посолили, поперчили и перемешали. Куриные грудки надрезали, посолили, поперчили и оставили немного помариноваться. На противень, смазанный маслом, выложили нарезанные кружочками картофель и помидоры, посолили, поперчили. На подушку из овощей выложили куриные грудки, наполнили их начинкой, присыпали тертым сыром и отправили в духовку на 40 минут. Ну а прямо сейчас мы закончим салат «Грибная поляна». Что для этого нужно сделать? Нам нужно накрошить лук зеленый, соленые огурцы соломкой. Так, Ильнас, мне кажется, справится с Да. этим заданием. Я вот займусь курицей. А тебе тогда остается лук, Руслан. Так, хорошо. Гузаль, сегодня вот мы готовим, вы поете красивые песни, да? Татарша жерловец красиво, но я знаю, что ты поешь ведь и на других языках. Ну, на других языках, в основном на русском языке я пою. Я закончила, кстати, музыкальный педуниверситет с отличием, с красным Музыкальный дипломом. факультет. Музыкальный факультет. Я учитель музыки по профессии. Вот, я пела на различных конкурсах уже с детства, помню. Красивая песня на русском языке. Гузаль. Ты говоришь мне о любви, а разговор напрасно начат. Слова я слушаю твои, но ничего они не значат. Может, ты на свете лучше всех, только это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь. Одна снежинка, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь. Все ингредиенты у нас готовы. Прямо сейчас делаем Начинаем. салат. Финал. Так, начинаем утрамбовывать салат слоями. Первый слой Грибы. грибы. Их надо положить очень красиво, Руслан, не так ложкой, а вот так Да? вот поштучно прям выкладывать, чтобы каждый грибок... Ильнас, давай. Тонкая тесно- работа это называется Да, все. ювелирная работа. Плотно, чтобы все дно закрыто было грибами. А посуду надо обязательно обернуть пищевой пленкой. Почему? Потому что мы потом салат этот будем переворачивать. Теперь берем зеленый лук. Так, зеленый лук, пожалуйста. Так, покрываем грибы С зеленым луком. да. Должно сильно-сильно вот так надо утрамбовывать. Это такая зеленая поляна получается? Да, между грибочком вот зеленая травка как будто виднеется. Так, утрамбовали. Следующий слой у нас идет морковь. Ага. Вот так вот. на троих. Салатик очень интересный, конечно, получается. Прям новогодний. Так, Ильнас, держи, потом следующий слой. Следующий слой у нас соус. Давайте на троих поделим морковь. Соус мы смешали, кстати, майонез и сметану.
Вот. Обязательно надо плотно-плотно утрамбовывать. Следующий слой. Следующий слой у нас курица. Курочки можно побольше. Угу, это мясо. И что еще? Так. Еще соус. Тоже соус. Чуть-чуть соуса. Немножко. Главное утрамбовать. Так, следующий слой после курицы у нас яички. Гузель, какие еще слои остались? Расскажи, пожалуйста. Так, слои у нас осталось опять-таки соус, небольшой слой, потом слой картошки отварной, потом сыр и заканчиваем огурчиками. А, огурчики самый последний. Да, огурчиком заканчиваем, опять-таки поливаем соусом и закрываем нашу пленку и отправляем эти посудинки сыр в уже холодильник на часик. Ну что ж, мы сейчас все это доделаем и все это приправим чем? Красивой песней. Прошу. Сине уйлап кыеш батта, сине уйлап ал таң атта, таң ата. Сине яратасың, мен де сине яратамын, яратам. Бір-бірімізні яратамыз, ләкин кіші аңламай, аңламай. Янәсі дә сиңа, миңа сине яратырға ярамай, ярамай. Ярамайға қарамай, яратмыша ярамай. Ашам еще да ярамы. Ну что ж, практически все у нас готово. Накрываем наш новогодний стол и будем пробовать сразу 3 блюда. Салат «Грибная поляна». Маринованные огурцы нарезали кубиками. Курицу, морковь, картофель, яйца предварительно отварили, охладили и тоже нарезали кубиками. Сыр натерли на терке. Для соуса смешали сметану и майонез. Маринованные шампиньоны выложили шляпками вниз в подходящую форму, выстеленную пищевой пленкой. Покрыли грибы слоем мелко нашинкованной зелени. Утрамбовали ложкой, смазали соусом. Затем в произвольном порядке поочередно выложили морковь, курицу, яйца, сыр, картофель, маринованные огурцы. Каждый слой хорошенько уплотняли и смазывали соусом. Форму с салатом убрали в холодильник, а через пару часов достали, перевернули на блюдо и аккуратно сняли пленку. Ильназ, Гузель и Марсель. Именно таким составом мы сейчас будем все пробовать. Марсель, салям! Привет, Это у нас младший. Младший, самый младший. Накрыли стол, тут и балвар появились. Ну, что я скажу, дорогие друзья, посмотрите на наш красивый новогодний стол. 6-й день, кстати, сегодня все уже продолжают отмечать этот замечательный праздник Новый год. Ну, бисмилляй, копкары. С чего начнем? Салат, наверное. Салат. Там Салат, кстати, получился, я покажу, очень красивый. Как и мечтала Гузель. У нас мы не подвели с тобой. Да, биг матур Ну, пробуем. Так, чтобы видно было все слои, я предлагаю его разрезать, Да, давай, посмотрим. как торт. Ну, чтобы грибочек попался. Ильназ, Гузель, вот 6 дней пробую салаты, да, этот самый свежий. Очень вкусно получилось. Слушай, и грибочки так красиво. В общем, за салат 5 баллов. Спасибо. Ну а сейчас будем пробовать второе блюдо, которое также выглядит очень аппетитно. Так, начиночку. Ит яратам. Ансың қолбасы деген қазір әке берем. Очень сочная курочка получилась. А самое главное, Марсель пусть попробует. Марсель ошаб. Что приготовил мне мама с папой и дядя Руслан. Гузель, я что хочу отметить. Во-первых, очень красивая подача. Во-вторых, начинка до такой степени сочная. Я такого никогда не ел. Молодцы. Биг Дуракмет. Ну и десерт. Я, кстати, тоже очень люблю сладкое. Вот так красиво он выглядит. Итак, мы пробуем хрустящий наш тортик. Вкусно? Вкуснотища. Десерт получился, во-первых, красивым. Во-вторых, быстро готовится. Ну и, конечно же, хрустящий. Вот все вместе у нас 15 баллов за 3 блюда. Дорогие мои бахлар, в общем, может, честно скажу, Биг Казак Булды, очень было весело. Спасибо, что приготовили столько красивых, вкусных блюд. Умышлар сізге, бәхетлі тырмышлар. Спасибо, И Руслан. давайте все вместе поздравим наших зрителей с Новым годом. В первую очередь спасибо Рахмат сізге за то, что пригласили нас сюда. Сізге Рахмат, Руслан, от души. Рахмет, достым. Мен де әлбәттә шын күңелдән яңа ел белән котлыйсы килә барча безнең тамашачыларны. Концертларда күрешербез. Изәнлек, саулыкта, бәхеттә, бергә-бергә тигез матур яшәп, тыныч илләребез булсын, самый главный. Балаларыбыз исән сау булсын. Бергә-бергә матур яшәргә насыйп итсен Ходай. Саулык, сәламәтлектән айырмасын. Яңа еллар белән сезне!
Güzel. И пусть в этом году осуществлятся все ваши заветные мечты и желания. С праздником вас, с Новым годом! Яна Эллар белән дуслар, это была программа «Секреты татарской кухни». Всех еще раз с праздником! Спасибо. Если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. А также не забывайте подписываться на наш канал на Ютубе. Благодарим ресторан «Печь» за предоставленный интерьер и помощь в организации съемок. Başları, başları, yüktemli hem faydalı.